Когда-то в старину, в одно время, люди ходили на базар. Это было в сторону Кираху. Туда ходили целыми повозками. И вот однажды, когда шла одна повозка, не доходя до Ростовской области, они решили остановиться на ночлег. Это было в Калмыкии. Наступила ночь, и это было вынужденной мерой. И вот, когда они дошли до края одного села, хозяин повозки сказал своему заместителю. В то время на нашем языке заместителя называли Тишалх. И вот он ему сказал: «Иди и найди дом, где нас приютят, накормят нас и наших лошадей, дадут ночлег и безопасность». И вот он начал искать, постучал в одну дверь. Когда вышел хозяин дома, он его спросил: «Кто в этом селе мог бы дать нам ночлег, накормить нас и наших лошадей?» Хозяин дома показал, где живет такой человек, и они двинулись к нему. Дойдя до дома, они постучались в дверь. И когда им открыли дверь, они попросили позвать хозяина дома. И когда уже вышел хозяин дома, они его спросили, может ли он их накормить их лошадей, дать им ночлег и обеспечить безопасность. На что хозяин дома задал встречный вопрос: «Какой вы национальности?» «Я ингуш», — ответил тот. Хозяин дома немного призадумался и ответил: «Хорошо, заходите. Я дам вам переночевать и накормлю вас». И вот они зашли. Их и их лошадей накормили, дали переночевать. И на второй день перед уходом ингуш спросил хозяина дома: «Сколько я вам должен заплатить?» «1 рубль», — ответил хозяин, но ингуш вместо 1 рубля дал ему 2. В то время 1 рубль были большими деньгами. И вот они попрощались, и хозяин дома проводил их до выхода из деревни. И вот уже когда они остались одни и пошли дальше, заместитель, в то время их называли Тишалхо, спросил хозяина повозки: «Можно я задам очень меня интересующийся вопрос?» «Спрашиваю», — ответил хозяин. «Когда мы заходили на ночлег, хозяин дома спросил, какой ты национальности. Ты смело ответил, что ингуш. И он немного подумал, согласился и запустил нас на ночлег. А после, когда ты спросил цену, он сказал 1 рубль, но ты заплатил ему 2. Рубль – это большие деньги. Не лучше было бы, если бы ты эти деньги дал мусульманинам? Ведь хозяин дома не был мусульманином. Какой в этом смысл? Объясните мне». «Эх ты», – ответил хозяин. «Ты видишь только то, что под ладонью, а то, что над ладонью, ты не видишь». «Клянусь священным Кораном, я не могу это понять». В ошеломлении ответил заместитель. «Хорошо, я объясню. Помнишь, он спросил, какой я национальности, и я сказал, что ингуш. Следующие попутчики также к нему придут, и когда они ответят, что они ингуши, он уже, не думая, примет их распростертыми объятиями. Этот рубль я дал для следующих ингушей». Это значит, что ингуши спокойно могут туда ходить. Им проложен путь. Он показал щедрость ингушей. Пусть Аллах даст вам силы также пройти свой путь. Это значит, куда бы мы ни пошли, мы должны смело говорить, что мы ингуши, и достойными делами показывать, кто мы есть. И тогда все будет хорошо.